Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – украінскі погляд на 30годдзе кіравання Лукашэнкі. Сёння наш гость – украінскі журналіст і палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Віталь, прывітанне. Вітаю. Прывітанне. Віталь, на пачатку 90-х вы шмат пісалі пра палітычнае жыццё ў розных постсавецкіх краінах. Я памятаю ваши публікацыі в независимой газете в России. Вось выборы в 94-м годзе ў Беларусі. Перамога на іх Александра Лукашэнкі. Яна нечым здзівіла вас? І з вашым досведам, ці была яна, у прынцыпе, ў рэчышчы тых працэсаў, якія вы назіралі ў іншых постсавецкіх краінах? Ну, я хотел бы напомнить, что Александр Лукашенко победил на выборах президента Республики Беларусь в один день с победой на выборах президента Украины Леонида Кучмы. И тогда в московской шовинистической газете «Завтра», которая была связана с наиболее, я бы так сказал, консервативными кругами в России, ее редактировал писатель Александр Проханов, рядом появились портреты Лукашенко и Кучмы с подзаголовком «Наши». То есть в Москве тогда считали, что избрание обоих этих политиков на пост руководителя государства является неким моментом реванша с точки зрения будущей интеграции и Украины, и Беларуси в то общее государство, о котором тогда уже думали в Москве. Но сейчас, когда я внимательнее смотрю на те процессы, я понимаю, что белорусские и украинские процессы не были линейными. Что касается Лукашенко, для меня совершенно очевидно, что это была первая удачная операция российских спецслужб по внедрению своего агента в высшее руководство одной из бывших советских республик. Первое, но, наверное, не последнее. С Кучмой было сложнее. Он был человеком, с которым нужно было договариваться, с которым нужно было дружить, хотя бы на семейном уровне. Он был человеком, который прежде всего преследовал свои интересы и вынужден был учитывать интересы самых разных групп в украинском политическом руководстве и в предпринимательской элите. А с Лукашенко все было намного проще, по-моему. Он был именно тем человеком, которого Лубянка вела с первых дней его карьеры и, кстати, продолжает вести даже сегодня. Я наблюдал в 1994 году, как работали штабы всех кандидатов. При этом интересно, что штабы и Леонида Кучмы, и Леонида Кравчука, они были в Украине, в Киеве. Московского штаба Кучмы не было, хотя в украинскую столицу приехали лоббисты из российской, которые старались помочь ему в победе на выборах главы государства. Среди них, кстати, был и Константин Затулин, хорошо теперь известный своими шовинистическими взглядами, одна из главных московских фигур тогдашней поддержки Кучмы. И Вячеслав Игрунов, соратник Затулина, тогдашний по Государственной Думе. Все это были люди отчетливо таких, я бы сказал, шовинистических взглядов, хотя один был близок к Лубянке, а другой был бывшим диссидентом. Но вот этот шовинизм их объединял. А вот у Лукашенко и Вячеслава Кебича штабы поддержки были в Москве. Я наблюдал за штабом Кебича и видел, что люди, которые с ним связаны, они были убеждены в победе своего кандидата, потому что Кебич пользовался поддержкой и тогдашнего президента Бориса Ельцина, и премьер-министра Виктора Черномырдина. А вот Лукашенко как бы выглядел маргиналом. Не было совершенно ясно, как он вообще может пройти во второй тур выборов и победить. Но когда он провел пресс-конференцию в офисе Владимира Жириновского в Государственной Думе России, у меня отпали всякие сомнения. Один агент КГБ СССР, ставший агентом российских спецслужб, пришел в офис другого, куда более тогда крупного и важного для Лубянки агента. Віталь, ну а ці все тлумачыцца як бы інспірацыяй, агентурнасцю і гэтак далей. Я нагадаю, 10 ліпеня
57% дарослага насельніцтва прагаласавала за гэтага чалавека ў 94 годзе. Беларусаў, не агентаў. Ці они все были агенты, я не ведаю. Нет, конечно, они были обычные советские люди, которые можно было манипулировать. Это было типичное маргинальное советское общество, которое поддавалось на демагогию. Демагогия Лукашенко была известна. Кстати говоря, потом эта технология будет использоваться не раз, и не два, и не три в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Это, во-первых, демагогия восстановления особых связей с Россией. Собственно, о связях с Россией говорил и Вячеслав Кебич. Но и антикоррупционная демагогия. Лукашенко же, как известно, был презентован как борец с коррупцией. Хотя если сейчас мы посмотрим на уровень его обвинений, то мы поймем, что это в принципе смешно. Но тогдашнему постсоветскому человеку, этому постсоветскому белорусу, далекому вообще от понимания реальности, это вполне было понятно. И еще один очень важный момент, то, что Лукашенко был как бы человеком из народа. Он не был человеком политической элиты. Это ведь тоже игра, которую использовали в разных вариантах огромное количество раз на постсоветском пространстве. Кстати, Кучма тогда тоже шел как человек из народа, несмотря на то, что он был до своего избрания президентом, главой правительства и директором крупнейшего военного предприятия в Украине. Но он был как бы простой. А Леонид Кравчук был такой лощеный, бывший секретарь Центрального комитета партии. Это тоже было неким противопоставлением. Но в Украине это было более сложное противопоставление, поэтому фактически Кучма чуть-чуть обошел Кравчука, и у меня до сих пор есть большие вопросы относительно легитимности результатов президентских выборов в Украине в 1994 году. Я имею в виду второй тур. Я когда спросил у Кравчука, почему он вообще был уверен, что выиграет, а потом так проиграл, он мне сказал, слушай, я же не мог конкурировать с московскими деньгами. И это был ответ на все вопросы для меня. А с Лукашенко и Кебичем это была даже не конкуренция с московскими деньгами. В Москве было немало людей, которые были заинтересованы в победе Кебича. И среди них премьер-министр Виктор Черномырдин. Это была конкуренция с Лубянкой. И известно, что Черномырдин потом проиграл Лубянке собственную политическую карьеру. Так как он проиграл Лубянке карьеру Вячеслава Кебича, так в 1999 году он проигрывает свою карьеру наследника Ельцина и пропускает вперед ставленников Комитета государственной безопасности СССР, ФСБ Евгения Примакова, Сергея Степашина, Владимира Путина. И уже Лубянка проводит смотр, кто из этих агентов, чекистов, офицеров станет новым главой России и консолидирует ее интересы. Виталь, а вот скажите, за это 30 гадоў доўгі час, магчыма, Лукашенко мяняўся, магчыма, ваш погляд на яго мяняўся. Ну, калі нават прыняць вашу версію, што ён агент, агенты часам ведуць свае гульні, агенты часам абрываюць ніткі, марыянеткі абрываюць ніткі. Маё пытанне, за 30 гадоў ваше стаўленне да Лукашэнкі змянілася? Калі так, то як? Не изменилось. Я думаю, что Лукашенко как был, так и остался обычным, заурядным, серым, жестоким, подлым агентом Комитета государственной безопасности СССР, а сейчас Федеральной службы безопасности России. Да, безусловно, он пытался в какие-то моменты маневрировать. Он пытался как бы сорваться с цепи, но при этом сохраняя московские деньги. Потому что проблема Лукашенко, как и проблема любой бездарности, в том, что он не способен исполнять реально те обязанности, которые имитирует. Он не способен руководить белорусским государством. Ведь вся карьера Александра Лукашенко – это карьера иждивенца. Вся лукашенковская Беларусь все эти десятилетия была страной, живущей на московские подачки. И даже когда Лукашенко пытался маневрировать в своих отношениях с Западом или с Китаем, хотя с Китаем это другая история, для хороших отношений с Китаем обязательно нужно иметь хорошие отношения с Россией, он, тем не менее, не мог отказаться от российских денег. Репутацию политическую и он сам испортил, и ему испортили, и истории с распуском белорусского парламента, и, кстати говоря, политическими убийствами. И опять-таки тут возникает вопрос, кто именно был инициатором этих политических убийств? Сам Лукашенко или люди из его окружения? Чекисты со стажем? Какой-нибудь там Латыпов, который тогда был возле него, еще кто-то. Можно этих людей, которые, собственно, не скрывали, в отличие от Лукашенко, своего чекистского прошлого, называть десятками. А чаму вы, до речі, Віталь, а чаму ви лічыце, што згубіў? Згубіў у чьих вачах?
Здається, в 96-м году пригучала его концептуальная такая как бы фраза «Я свой народ за цивилизованным светом не поведу». Ему эта репутация в очах цивилизованного свету, наплевать ему было на ее, может быть. Вот смотрите, вы говорите о том, что он пытался сорваться с ниток. Для того, чтобы сорваться с ниток, нужно иметь пространство для маневра между Россией и Западом. Вот у Леонида Кучмы это пространство для маневра было. Тоже не почти до конца его полномочий. Когда Путин стал президентом России, он уже сделал все возможное, чтобы и у Кучмы пространство для маневров исчезло. Он создавал целые спецоперации для того, чтобы скомпрометировать украинского президента. И во многом добился своего. Если бы не Майдан 2004 года, то очевидно, что Украина попала бы туда же, куда в результате попала и Беларусь. Так или иначе, и особых возможностей уйти от кураторов, сорваться с петель у Лукашенко после вот того, как он создал эту свою репутацию последнего диктатора Европы, после того, как он прославился этими исчезновениями оппозиционеров, после распуска парламента просто не было. И я из этого делаю еще один вывод. Действительно, вы правы, Юрий, абсолютно. Лукашенко и не собирался никуда уходить. Он собирался старательно исполнять те задачи, которые были перед ним поставлены еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Это просто были его задачи. Точно так же, как собирался исполнять эти задачи четвертый президент Украины Виктор Янукович. Он тоже мог бы уйти, маневрировать и так далее, но он верил в силу того, я бы сказал, той структуры, с которой был связан. И я думаю, что эта вера в Советский Союз, в КГБ, в силу этих структур, у этих людей глубоко советских. Лукашенко и Янукович. Вот Янукович — это такая полная, я бы сказал, параллель с Лукашенко. Она остается на всю жизнь. Они просто не способны меняться. Их потому таких и подбирают, ничтожных, чтобы они не могли меняться. Виталь, а вот скажите, при всем тем, что вы говорите, ці были за эти 30 годов у Лукашенко моменты, калі ён реально мог згубіць уладу, калі была рызыка страты ўлады. Ці з маскоўскіх гульняў, ці з таго, што народ паўставаў, ці з нейкіх номенклатурных як бы камбінацыяў вакол яго. Хоць калі раз за этыя 30 гадоў ці былі ў яго сапраўдныя крызісы? Если бы в 2020 году белорусское восстание из мирного протеста переросло бы в настоящий силовой протест против режима, то я думаю, что Лукашенко, скорее всего, утратил бы власть. Я, кстати, не уверен, что был бы разгромлен сам режим. Я думаю, что в этом случае в Беларуси появились бы российские войска, могла бы быть попытка кровавого подавления восстания. Но сам Лукашенко, безусловно, был бы уже не нужен Владимиру Путину. Для легитимации такого режима ему нужна была бы другая фігура. Ну а чому, до речі, я вас перепиню. Праз певний час в Казахстані ми все бачили. Так само люди на вулицях, прилітає русский спецназ, наводять порядок і улітають, до речі. У господара Такаева все в порядку, до речі. У Такаева, да, у Назарбаева нет. До момента, пока этот спецназ не высадился в Казахстане, режим был режимом двоевластия, и ключевую роль в этом режиме играл вовсе не Касым-Жомарт Такаев, а ключевую роль в этом режиме играл Нурсултан Назарбаев. Это как раз подтверждает мою мысль. Потому что вы же понимаете, что важно не то, кто называется президентом страны, а то, кто реально осуществляет власть. Власть осуществлял Назарбаев и его семья на тот момент. Это, знаете, такой иранский проект был, когда есть аятолла, ну и Назарбаев же и был назван отцом нации в Конституции страны, понимаете? А есть президент, который осуществляет исполнительную власть. Вот мы сейчас ждем президентских выборов в Иране, но мы же понимаем, что не имеет большого значения, кто станет главой этого государства, потому что глава этого государства уже есть. Это аятолла Хаменеи. Вот таким аятоллой Хаменеи для Казахстана был до 2022 года Нурсултан Назарбаев. Поэтому как раз это народное восстание и то, что оно было подавлено даже не российскими усилиями, а российским сигналом, что российские войска готовы подавить народное восстание, это привело к тому, что Назарбаев потерял все ключи управления в стране, которой он руководил с 1990-х годов. Віталь, а зараз сюжет, який ви вже криху закранули, український. Так би мовити, український погляд на Лукашенку. Сапраўды, Кучму абралі роўна у дзень, калі абралі і Лукашенку. І варта сказаць, што адносіны у іх, у Лукашэнкі з Кучмам і з яго пераемнікамі
были, я бы сказал, вельмі прыязныя. І больш таго, они былі асабліва прыязнымі з украінскімі прэзідэнтамі, якія дэкляравалі курс на Европу. Я сам памятаю, вот тут у Празе президент Ющенко, я его спытал, а вам тут не хапае Лукашенко на этом саммите европейского партнерства? Он сказал, да, не хапае, и он повинен быть тут. Мы памятаем, як Лукашенко летал на инаугурацию Порошенки, что было вельмі недаспадобы Москве. Ну и что? Ну, прыглынули. І гэтак далей, і гэтак далей. Як не дзіўна, самыя кепскія, адносна кепскія, адносіны ў него былі з Януковичем. А как так? Лідеры свободолюбівай Украины і дыктатар, агент Москвы, як вы патлумачылі. А такія цёплыя адносіны. Чаму? Ну, это понятно, это очень легко объяснить. У Януковича была ревность к Лукашенко, потому что он хотел быть любимой марионеткой. А Лукашенко занимал эту роль, и его было очень трудно подвинуть. Кстати говоря, несмотря на все неплохие вроде бы отношения Кучмы и Лукашенко, там тоже была эта ревность. Я бы не сказал, что Кучма особенно любил Лукашенко. Более того, я очень хорошо помню, как на саммите СНГ в Кишиневе и Леонид Кучма, и Нурсултан Назарбаев, и Ислам Каримов, они тогда закатили настоящую истерику Борису Ельцину и Александру Лукашенко из-за этой так называемой разноскоростной интеграции. Вот то, как Борис Ельцин позиционирует себя по отношению к Лукашенко, по отношению к Беларуси, вызывало совершенно нескрываемое раздражение у украинского президента, украинского руководства вообще как такового. Они считали, что если уж мы говорим о неком восстановлении экономических отношений, то это должно быть равноправное восстановление. А Ельцин своим отношением к Лукашенко показывает, что нормальные экономические отношения могут сложиться только в условиях абсолютной лояльности и подобострастности. И Кучма это ужасно раздражал. Так что сказать, что у него были особо хорошие отношения с Лукашенко, я бы не стал. Что касается Виктора Ющенко, то он видел в своей политике по отношению к Беларуси совершенно другую задачу. Он считал, что он должен стать адвокатом Беларуси в Европе, так, как, допустим, польский президент Александр Квасневский и его наследники на этом посту считали, что они должны быть адвокатами Украины в Европе. И, собственно, эта позиция польских президентов сохранялась затем всегда. И при Лехе Качинском, и при Брониславе Комаровском, и при Анджее Дуде. Это роль президента Польши, который защищает Украину на европейском уровне, это естественная роль польского президента. А Виктор Ющенко хотел, чтобы украинский президент мог играть такую же роль и обеспечить сам, можно сказать, своим авторитетом лидера демократической страны возможность Лукашенко маневрировать. Но Лукашенко этой возможностью особо не пользовался, как мы знаем. Да и контактов между Ющенко и Лукашенко практически не было. Они встречались, кажется, 1 или 2 раза только за все время президентства Виктора Ющенко. Что касается поведения Лукашенко после Майдана 2014 года, когда он не только приезжал на инаугурацию президента Петра Порошенко, он ведь принял в Минске тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, то я думаю, что тут можно двояко к этому относиться. С одной стороны, Лукашенко мог пытаться перед Москвой разыграть роль такого посредника во взаимоотношениях с Украиной. Он, кстати, этой ролью воспользовался с лихвой, потому что ведь переговоры между Россией и Украиной были в Минске, и тогда в первый или в последний раз в белорусскую столицу прибыли федеральный канцлер Федеративной Республики Германии и президент Франции. Это было наивысшее дипломатическое достижение Лукашенко за все десятилетия его пребывания у власти. Но, с другой стороны, он мог играть и роль человека, который присматривает за этой Украиной и поддерживает тот контакт, который Москва не хотела поддерживать сама. Потому что у Владимира Путина вообще была идея изначально, что он не будет иметь никаких отношений с властью, которая появилась после бегства Виктора Януковича. И потребовались, я бы сказал, особые дипломатические усилия Запада, прежде всего Ангелы Меркель, чтобы он вообще стал контактировать с Петром Порошенко. Поэтому Лукашенко мог выглядеть таким посредником по заданию Москвы. Да, вот он встречается, он разговаривает, он от их имени выдвигает какие-то требования и предложения, но сами они с этим руководством, которое, как говорит Владимир Путин, пришло к власти в результате государственного переворота, отношений не поддерживают. І я так разумею, што іх это задавальняла, у тым ліку і Владимира Зеленскага. Мы памятаем іх вельмі цёплыя сустрэчы з Лукашэнкам у першы год кіравання Зеленскага і, дарэчы, перамовы ў лютым 22-го.
первые Ну, переговоры. я думаю, что у Владимира Зеленского и Александра Лукашенко это вообще отдельная история, потому что Александр Лукашенко мог смотреть на Владимира Зеленского и видеть в нем себя. По большому счету, та технология, которая была использована при избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, это ровно тот же ремейк с технологии, которая была использована для избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси в 1994 году. Я думаю, что Лукашенко должен был смотреть на Зеленского с любовью. Да, это другая совершенно история. Тогда нельзя было снять сериал, тогда не было олигархов. Владимира Зеленского другие совершенно силы и интенции вели к власти. Но сама идея человека из народа, антикоррупционные лозунги, обещание решить все кризисы, которые существуют в стране. Зеленский это и есть, по большому счету, украинский вариант Александра Лукашенко почти в беспримесном виде. В том смысле, что и он агент российских спецслужб? Конечно, нет. Я же говорю, что другие силы, другие интенции, но другой тип, но абсолютно тот же самый тип личности. Поэтому, когда они встретились, это, так сказать, старый Зеленский и молодой Зеленский, то они, конечно, были в восторге. Но опять-таки не забываем, что у Лукашенко, в отличие от Зеленского, на момент встречи с этим человеком, который воспользовался его методом, чтобы стать президентом Украины, был шлейф преступлений уже. Авторитарной власти, диктатуры, убийств, то, чего у Владимира Зеленского не было. И я уже не говорю о том, что Владимир Зеленский получил в наследство страну, которая уже находилась в конфликте с Российской Федерацией, а Александр Лукашенко получил в наследство страну, которую можно было просто предложить Российской Федерации на блюдечко. Это были совершенно разные возможности. И да, Лукашенко был завербованный агент ФСБ, которого вели к власти из Лубянки, а Зеленский был человеком из творческого цеха, известный своими, так сказать, связями в украинской бизнес-среде, предоставивший ему возможность возглавить украинское государство. Это разные совершенно истории, но типажи и поведение. Ведь на самом деле, когда в Париже Владимир Путин встречался с Владимиром Зеленским во время первой и последней встречи в нормандском формате, я вообще думаю, что это первая и последняя встреча Путина и Зеленского, и что они вряд ли когда-либо еще увидят друг друга. Так вот тогда ведь Путин думал, что Зеленский поведет себя по отношению к нему так, как Лукашенко повел себя по отношению к Ельцину. То есть присягнет на верность белому царю. А ничего этого не произошло. Более того, сам Зеленский, в отличие, кстати, от Лукашенко в 1994 году, был уверен, что он сможет о чем-то переубедить, убедить российского президента, хотел разговаривать с ним на равных. И таким образом в Париже, вероятно, уже было принято окончательное решение о свержении Зеленского и о том блицкриге, который все мы увидели в 2022 году. Віталь, а зараз про громадство, про українське громадство. Я от бачив опитання соціологічної служби «Рейтинг», одної з самих таких відомих, скажімо, впливових в Україні. З 2014 по 2019 год, 5 років, Александр Лукашенко был самым популярным замежным политиком для украинцев. Напереди и Меркель, и американского президента, и Путина, и всех. Там и Си Цзиньпина. На первом месте был Лукашенко. Причем и на Усходе, и на Заходе. На Заходе, зразумело, меньше его была популярность, але тем не меньше. И вот як свободолюбивый народ, нехто скаже анархичный навод, и диктатор. Як диктатор... Но опять-таки, это же произошло именно потому, что Владимир Путин с этого первого места переместился. Ведь до Лукашенко на этом первом месте долгое время находился Путин. Ну хорошо, так само диктатор. Як свободолюбивый народ может любить диктатора? Потлумачьте. Ну ведь не существует никакого архаичного народа. Ты говоришь о людях, которые в 2010 году проголосовали за Виктора Януковича. За человека с явной склонностью к диктатуре, рецидивиста. Большинство украинцев, большинство моих соотечественников, которые пришли тогда на выборы, проголосовали за этого человека. Надеюсь, что это будет крепкий хозяйственник. А в 2004 году почти половина избирателей отдала Януковичу свои голоса. Так что в этом смысле я не вижу ничего удивительного. В 2014 году популярность Путина, естественно, снизилась после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Но в дело вошел миф о Лукашенко, который всегда занимал отчетливо такую вторую позицию в популярности не только среди зарубежных политиков. И Путин и Лукашенко зачастую были популярнее украинских президентов. Именно потому, что для многих украинцев, для тех, кто отдавали свои голоса, прежде всего пророссийским политическим силам, кто были против НАТО, а таких в стране всегда была половина или больше половины, или большинство. И лукашенковская Беларусь, порядок,
спокойствие, готовность сложиться под Россию была идеалом развития. То, что Украина дошла до большой войны 2022 года, как раз и связано с этим состоянием украинского общества. Да, конечно, всегда была так называемая пассионарная часть, которая была готова выходить на улицы и останавливать свою власть от попыток лечь под Россию. И это, кстати, во многом было связано с существованием в стране западных регионов, потому что понятно, что если бы их не было, то Украина просто была бы большой Беларусью уже с 1994 года, и все, что замышляла Москва, все бы вышло. Но при этом нужно понимать, что симпатии большой части украинского общества к Лукашенко, они обусловлены вот таким представлением о мире. Кстати говоря, когда вы говорите о 2014-2019 году, вы объясняете сам себе, почему же в 2019 году так триумфально, безальтернативно победил на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский. Это прямое следствие популярности Александра Лукашенко. Мифа об Александре Лукашенко. О простом человеке, который борется с коррупцией. Вы же помните, что когда Зеленский пришел к власти, он даже вести себя стал так, как Лукашенко. Как будто он смотрел его выступление. «Выйди отсюда, негодник», что-то. Это же просто было исполнение Владимиром Зеленским роли Лукашенко. Более того, сам сериал «Слуга народа», главный герой этого сериала — это Александр Лукашенко. Вот говорят, что это голобородько. На самом деле сценаристы полностью списали героя с молодого Александра Лукашенко. Это он и есть. Віталь, а зараз такое, може бути, криху більш філософське питання про білорусів. Жозеф де Местер, французький філософ, дипломат, некалі написав, що кожен народ має той урад, якого ён заслуговує. Это спрэчная думка, ну, тым не менш, вот такая думка ёсць. Белорусский народ заслуговує Лукашенко? Ни один народ не заслуживает диктатуры. Но почему появляется диктатура у каждого народа, легко можно объяснить. Я, в принципе, считаю, что российская оккупация белорусских земель и самая главная оккупация духовного мира белорусов, уничтожение греко-католической церкви, приход на белорусские земли русской православной церкви с ее русификаторской агрессивной позицией, они фактически, если угодно, уничтожили связь белорусов с собственной церковью, с собственным культурным миром. Превратили их в народ без собственного культурного микрокосма, который гораздо легче было русифицировать и подмять, чем, например, украинцев, у которых не происходило по другим историческим причинам подобных процессов в принципе. И поэтому, мне кажется, что Александр Лукашенко — это порождение денационализированной Беларуси. А, кстати, о такой денационализированной Украине мечтают и продолжает мечтать огромное количество моих собственных соотечественников. Поэтому я не собираюсь бросать камень в белорусов. Просто у нас есть тот большой конфликт идентичности, который понемногу заканчивается на фоне разрушительной войны, которого не было в Беларуси. Белорусский народ сам по себе был почти в большинстве своем лишен этого конфликта идентичности. Именно потому в 2020 году, когда уже стали баллотироваться люди, возвращенные в лукашенковской Беларуси, у Лукашенко возникла первая угроза власти. Когда была борьба с людьми национал-демократических взглядов у Лукашенко, он никогда ничем не рисковал, потому что эти люди никогда не представляли большинство наций. Поэтому да, Лукашенко — естественное порождение белорусского народа. И сохранение белорусской государственности зависит, к сожалению, не от внутренних, а исключительно от внешнеполитических процессов. Если Россия ослабеет, если Западу удастся, если угодно, вырвать Беларусь из лап русского шовинизма, то я уверен, что белорусское государство состоится, и через 20-30 лет после того, как оно избавится от этого страшного режима и от российской опеки, на улицах Минска, Гомеля и Могилева будут говорить по-белорусски, потому что понятно, что русскоязычная Беларусь не имеет никакого смысла вообще существовать и персонифицироваться как что-то совершенно отдельное от России. Но я уверен в возможности существования белорусскоязычной Беларуси. Беларуси, которая будет иметь свой язык, свою историю, свою культуру, которая будет, если не членом НАТО, хотя я хотел бы на это надеяться, то членом Европейского Союза. В противном случае Беларусь будет поглощена Российской Федерацией и станет одной из республик России по образцу уже достаточно русифицированного какого-нибудь, я не знаю, Мордовии или Чувашии, не по образцу Чечни или Тывы или Татарстана. Але ж за 30 годов этого не отбылось? Да, просто потому что Беларусь является протекторатом. Ясно. Добре, дякую вялікі. Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі быў украінскі журналіст, палітычны аналітык Віталь Портнікаў. А затым, як падзеі будуць разгортвацца далей,
вы, шановныя гледачы, можете сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.